Работа опасная, те же котики кусаются. Моржи могут в бассейн бросить человека. То есть, если не знаешь поведение животного, сделать что-то не так, могут укусить. Евгений Чашкин – зоотехник, который работает с морскими млекопитающими с момента открытия зоопарка Удмуртии. Когда я пришел в зоопарк, здесь вообще ни на одном секторе не было полного состава. То есть мне можно было выбирать хоть на морских млекопитающих, хоть на тигров, хоть на волков. Ну, вот мне почему-то больше всегда интересно было морские млекопитающие, я поэтому пошел сюда. Недавний выпускник биолого-химического факультета УДГУ сразу попал в непростую ситуацию. Среди его подопечных оказались нераскормленные животные. Нераскормленные котики – это взрослые котики, которые к нам приехали, но они не умели есть в искусственных условиях. То есть их нужно было научить с рук брать рыбу, для того, чтобы кормить их можно было. А раскормленные – это уже которые их уже научили, то есть приходишь с ведром, и они едят. Животных в зоопарке мало просто кормить. Для того, чтобы зверям было комфортно, им необходимо постоянно устраивать умственные нагрузки. Для этого в вольер добавляют разные игрушки и занимаются дрессурой. Первая причина, для чего нужно дрессировать животных, это чтобы проводить какие-то обследования, какие-то ветеринарные манипуляции, для того, чтобы можно было облегчить себе работу, животное давало себя лечить. Морские котики в зоопарке – настоящие артисты, у которых есть собственное шоу. Веселые игры с мячом и умилительное хлопанье ластами – это результат кропотливой дрессировки. Евгений воспитывает морского котика по кличке Жулик и моржиху с гату Сейку. Она еще ручку опускает, бывает, что сейчас она сейчас не даст закрыть дверь. Вот видите, что делает? Стоять. Уже заложено какие-то определенные жесты, вот как у человека бывает там, он что-то определенное делает всегда. Вот у Жулика, например, он изначально уже кивал головой, когда ждал, чтобы ему рыбу кинули. Мы просто эту команду закрепили и все. Чем сложнее элемент, тем больше времени придется потратить на его изучение. Кроме того, в зоопарке есть свои специфические условия. У нас, так как не дельфинарий, у нас зоопарк. У нас есть определенное количество тренировок, то есть 3 выступления, да. Мы можем с котиками заниматься, например, внутри. А с моржами мы можем заниматься только на улице, то есть когда они гуляют в растительных. Несмотря на то, что морские котики вызывают у людей умиление, а работать с ними может быть опасно. Есть определенные особи, которые изначально агрессивные, мы стараемся их просто кормить, как бы не это. А есть, которые вообще не кусаются, то есть даже никакой агрессии не проявляют, ничего. Даже когда их там трогаешь, просто заходишь в клетку. Сделал неправильный жест, испугал чем-то животное. Он может просто по человеку пройтись, а считайте, там может тонну весить. Несмотря на все трудности и возможную опасность, каждый из сотрудников зоопарка искренне любит своих питомцев. Выходной, не выходной, у нас могут вызвать на работу, там мало ли что с животным случится. И это даже там не по причине того, что там дополнительные деньги мы получим или еще что-то, а это же наши подопечные. То есть мы столько времени вложили в обучение, в лечение животного, и тут даже если выходной день, как тут не придешь.